Мы в гостях у уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия Гуреве Сардар Михайловна. Институт уполномоченного по правам человека – это что такое? Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия является государственным органом, который является по своей сути правозащитным институтом, который уполномоченный по правам человека в республике – это, по сути дела, защитник сегодня прав граждан, работает на восстановление нарушенных прав, ведет работу по правовому просвещению населения. В своей деятельности мы помогаем, содействуем органам власти оперативно принимать те решения, которые необходимы для восстановления нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в республике поступила коллективная жалоба от жильцов города Якутска по улице Очеченко, 28. Создалась угроза обрушения дома. Действительно, дом в свое время был признан аварийным. Прорабатывали различные варианты с Департаментом жилищных отношений. При помощи прокуратуры города Якутска, при помощи управления строительного надзора добилась результата. На сегодня жильцы расселены, все, кто желал, и в доме там старом никто не остался. То есть угрозы жизни и здоровью сегодня граждан отсутствуют. Вот это наша самая главная работа. Но я интересуюсь, такая же ситуация, аналогичная получилась по Горельцам Семену Данилову 5. В данном случае мои действия как уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия были подчинены, во-первых, тому, что все-таки наибыстрым образом постараться нам всем вместе помочь жильцам. И исходя из этого посыла, фактически мной была оказана, если хотите, помощь органу местного самоуправления. В данном случае, жильцы инициировали участие главы городского округа. Я действительно обратилась с письменным обращением. Все структуры слаженно отработали. Все представители приняли 100% участие. И любой вопрос, который задавали жильцы, он не остался без ответа. За 15 лет работы уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия поступило 20 тысяч жалоб. На сегодня, с учетом изменения законодательства России, активизации гражданского общества, открытости органов власти, повышения ответственности чиновников, население Якутии обращает внимание в своих жалобах на качество предоставляемых услуг исполнительными органами власти. Поэтому вопросы населения требуют профессионального и компетентного решения. Когда гражданин защищает свои права, мы всегда стоим на страже прав человека. Всегда. Поэтому, если идут определенные какие-то вопросы, когда гражданин ошибается или заблуждается, мы проводим правовое просвещение. И если видим, что есть конкретные факты нарушения прав, принимаем совместно с компетентными органами решение по восстановлению нарушенных прав или по недопущению нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в Якутии поступила жалоба гражданки на несвоевременное медицинское обслуживание. Когда мы были у платного онколога, я ей сказала, что вот онколог в 3-й поликлинике нам рассказал. Она говорит, на каком основании она могла вам вообще такое сказать. Это переходящая опухоль, которую даже удалили, она может в любой момент опять появиться. В любом месте в этой же кости. Как она могла вас не поставить на учет? Аппарат уполномоченного по правам человека в Якутии после получения необходимых документов незамедлительно выехал в медицинское учреждение. Появление представителей уполномоченного по правам человека внесли необходимые коррективы в работе медиков. И мы на сегодня видим, что лечебные учреждения уже реагируют. Те меры, которые принимались после обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, это тоже сейчас, это все, в общем-то, в информации подмечается. Поэтому в любом случае мы, работая на сегодня совместно, достигаем результата. Некоторые вопросы с одинокими пенсионерами. Защитой прав одиноко проживающих граждан мы продолжаем заниматься. Действительно, факты имеют место быть,
когда нарушаются права одиноко проживающих граждан. Это на получение своевременного медицинского обеспечения. Это на то, что, значит, действительно почтальон вовремя не выдавал пенсию, то есть нарушение права на пенсионное обеспечение, ну и отдельные факты. И, конечно, самое удручающее в этом вопросе есть то, что при живых детях родители сдаются в социальные дома. Эта проблема тоже выявлена. А если кто одиноко проживает, у кого нет ни родственников, ни семьи, ни детей, то нами по этому поводу сегодня принимается, кроме того, что мы оказали конкретную помощь. Значит, эта помощь, во-первых, состоялась благодаря нашей совместной, тоже слаженной работе с Министерством труда и социального развития республики. И на любые обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия принимаются меры незамедлительно. Есть права осужденных, это тоже ваша компетенция? Да, есть ряд обращений. Каждое, значит, обращение рассматривается с выездом на место. Значит, идет обсуждение, разъяснение законодательства. И где-то, если мы видим, что вопрос не требует проверки, мы даем разъяснение. А где-то, если требуется проверка, что есть некие факты нарушения, то я обращаюсь в прокуратуру по надзору за исполнением законодательства в местах лишения свободы. Республиканские ведомства же тоже подключаете? Республиканские ведомства мы подключаем в обязательном порядке, и показательным примером является инициирование уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия акции «Путь дому». В этой акции приняли участие более 30 организаций, органов власти, учреждений и федеральные территориальные структуры, и органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, многочисленные учреждения республиканского подчинения. Также приняли органы местного самоуправления, в частности, городской округ, город Якутск. Все-таки обращаем внимание гражданского общества на том, что проблема людей, которые находятся в тяжелейшей, трудной жизненной ситуации, которым нужна помощь, она есть. Мы, в частности, жители города Якутска, видим большое количество людей, которые просят милостыню, которые распивают спиртные напитки. При этом они живут без определенного места жительства, где придется, ночуют на улице, под домами, в парках, ну где угодно, где их ночь застанет, к сожалению. И зачастую эти люди не желают работать. И вот в этой связи поддержка деятельности тех социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ежедневно, без помощи государства, работали. И сейчас уже со стороны органов местного самоуправления поддержка уже идет. Несколько человек вернулись в нормальную жизнь. Есть такие уже примеры. Мы можем считать, что все вместе, вот эта большая армия так называемых чиновников, а это тоже неравнодушные люди, которые изо дня в день добросовестно трудятся на своих рабочих местах, все-таки мы все вместе добились такого результата. Прошел третий этап акции «Путь к дому» под названием «Путь к дому с Новым годом». В течение 2 недель постояльцы НКО и Центр адаптации Терех готовились к доброму подарку для всех жителей столицы Якутии. Бывшие бездомные залили каток на озере по улице Кальвица, построили снежную горку, сцену и несколько снежных фигур ради доброго предновогоднего праздника. Акция «Путь к дому. Новый год» прошла при поддержке уполномоченного по правам человека Якутии, окружной администрации города Якутска, компаний «Якутдорстрой» и «Горсвет» и СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия». Мы уже в течение года летом проводили в августе месяце и в октябре месяце. Больше 100 человек к нам обратились, помогли людям приобрести крышу над головой. И ресоциализация граждан очень помогает. Только мы со стороны министерства за такие мероприятия. Большое спасибо. Можно сказать, первые в России мы начали вот такие акции. То есть Якутск первый в России начал такую акцию? Ну да, можно сказать так. И эта акция нам показала, что она имеет результат, эффективность. И думаю, в дальнейшем эта акция будет продолжена, потому что нашим людям, которые нуждаются в нашей помощи, мы должны их оказывать конкретную адресную помощь.
Я думаю, что эта инициатива очень уместная в наше время, особенно для жителей не только республики, особенно для жителей города Якутска. Это, наверное, призыв к тому, что каждый человек каждый день должен стремиться к своему дому и сохранять тепло своего очага, тепло своего дома. И этот праздник был настоящим. Был Дед Мороз, подарки и даже фейерверк. Спонсорами подарков выступили компания «Айгуль», магазин «Хозмаркет», «Ростор» и Якутский хлебокомбинат. Успокаиваться не надо, потому что проблем еще много. Мы вышли в адрес Госсобрания Ултумен по возможной разработке законопроекта по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Есть на сегодня некие предложения по установлению полномочий. Все-таки это субъектов Российской Федерации будут полномочия или органов местного самоуправления. Поэтому мы ожидаем все-таки скорейшего разрешения на федеральном уровне. Ежедневная работа уполномоченного по правам человека – это как череда сцен из остросюжетных фильмов. То удается привлечь к ответственности почтальона, который не доносит пенсию незрячей бабушке, то приходится добиваться госпитализации и буквально спасать тяжелобольных от смерти. Удовлетворение требований объявившего голодовку бульдозериста в Нерюнгри и примирение сторон. Обеспокоенные аварийным жильем нюрбинской жительницы и ее одноклассники обратились к уполномоченному по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардане Гурьевой и, наконец-то, женщине более 30 лет, ухаживающей за больным сыном, выделили квартиру по льготной ставке социальной аренды. Нередки служебные проверки по жалобам граждан о невыплате зарплаты и угрозам увольнений. Уважение и признание для человека – одна из главных потребностей. И когда разрешается его жизненно важный вопрос, это дает стимул для дальнейшего стремления, как долгожданный дождь для роста растений. Каждая жалоба, она уникальна. Это, по сути дела, судьба человека и жизнь человека. Я всегда стараюсь, когда поступает жалоба, буквально визуализировать ситуацию и понять, что человека привело, какая у него есть надежда, чем надо ему помочь, постараться понять его поступки, его мысли, что он переживает в эту минуту, как много лет он это проживает и переживает, тогда уже становится много понятно, когда мы не со стороны, допустим, позиции органов власти смотрим, а с позиции самого человека. Тогда уже и набор способов, как мы говорим, методов, инструментов уже на языке закона уже становятся понятными и приобретают какое-то такое реальное очертание, и уже мы можем прогнозировать определенные результаты. Как правило, у нас компетентные органы всегда очень чутко стараются слышать обращения уполномоченного по правам человека. Бывают сложнейшие ситуации, когда мы советуемся друг с другом, друг другу подсказываем, как можно решить тот или иной вопрос. Напомню, в нашей республике закон об уполномоченном по правам человека принят для совершенствования законодательства и правового просвещения населения в 2002 году, то есть около 20 лет назад. Первым омбудсменом была Федора Захарова. Современная доктрина прав человека базируется на принципах равенства всех людей в правах и ответственности личности перед обществом. Сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека работает 7 сотрудников. Есть большая команда помощников по всей республике. Елена Бытантайский сегодня на связи. В основном это по восстановлению трудовых прав, гражданские дела. И есть сезонные обращения, это помощь в заселении в общежитие студентов. У нас район очень труднодоступный, и не у всех детей получается учиться дистанционно, и им нужно жить в центре, чтобы иметь доступ к хорошему интернету. В начале моей деятельности, помощником, в конце 2017 года, я заметила, что у нас в районе очень большой рост онкозаболеваний. И сложность заключалась в том, что все эти заболевания были выявлены
достаточно поздно и уже не поддавались лечению, и очень много было летальных исходов. В начале 2018 года я, поговорив с главным врачом Анатолием Антоновичем Баишевым, обратилась к Сардане Михайловне Гурьевой. Мы с Анатолием Антоновичем сделали мониторинг онкобольных за последние 3 года, посчитали необходимое медицинское оборудование. Сардана Михайловна сразу же приняла во внимание наше обращение, и уже в марте был организован медицинский десант. Вено-Бытантайская больница все еще нуждается в современном УЗИ-аппарате. Много на сегодня мы обращаем внимание на то, чтобы результаты работы были реальными. Проводится с улусами, районами в республике в виде конференц-связи, то есть на особом контроле внимания мы сегодня держим деятельность домов-интернатов. Аппарат уполномоченного по правам человека ведет постоянный мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях, выявляя болевые точки в обществе. Также для оперативности работы организован специальный чат, где сотрудниками аппарата в течение суток дистанционно рассматриваются срочные жалобы и направляются в компетентные органы для принятия мер. На телефон горячей линии к уполномоченному поступили звонки по трудовым правам граждан. К слову, на учете в службе занятости республики состоит более 16 тысяч человек. Ставились вопросы материнского капитала, медицинской реабилитации, социальной помощи, возвратов авиабилетов из-за вынужденной самоизоляции. Также сами медики обращаются по поводу медотводов от вакцинации. Например, санитарка с 4 несовершеннолетними детьми, несмотря на медотвод, подвергалась отстранению от работы. Я бы хотела привести такой достаточно очень важный указ главы Республики Саха-Якутия, который обязал органы исполнительной власти своевременно реагировать на обращения граждан в социальных сетях. Поэтому мы видим сегодня активизацию органов исполнительной власти. И надо сказать, что по закону уполномоченный по правам человека дополняет существующие механизмы, способы защиты прав граждан. Поэтому бывает, когда, к сожалению, редко случаи, когда человек годами, десятилетиями ставил вопросы, допустим, документация, оформление паспорта, почему-то не получалось. И у нас были случаи, когда после обращения в наш адрес буквально там за месяцы, иногда бывает и в течение месяца, иногда в течение 2 месяцев, готовились и выдавались документы гражданину на руки. Ранее Сардана Гурьева возглавляла Министерство гражданских инициатив, что очень помогает ей сегодня. Некоммерческие организации подключаются к социально-благотворительной акции «Путь к дому». Проводится в тесном взаимодействии с МВД, медицинскими организациями, социальными службами. Всего 30 различных структур участвуют. В целях решения проблем защиты прав лиц без определенного места жительства и занятий, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, и была инициирована акция «Путь к дому». За 3 года вовлечено было свыше 700 человек, из них более 90 лиц пожелали реабилитироваться. Нами это была проблема поднята на уровень Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия, и на сегодня разрабатывается проект закона, направленный на профилактику бродяжничества, попрошайничества и лиц, которым необходима ресоциализация после отбытия наказания в местах лишения свободы. Есть положительные примеры, когда граждане вернулись в нормальную жизнь. К сожалению, бездомность в последние годы имеет тенденцию к омоложению. И практически у нас в акции участвовала девушка 22 лет, которой была нужна помощь. Мы организовали с администрацией муниципального района ее возвращение к матери. Живет она сейчас благополучно. И таких примеров много. Сострадание и чувство справедливости у Сарданы Гурьевой оказывается с детства. Школьницей ухаживала и читала книги немощной бабушки из родни. С первых дней деятельности в качестве уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия нами серьезным образом обращено внимание на защиту прав одиноко проживающих пожилых граждан. И мы проводили мониторинг тоже социальных сетей и обратили внимание на бабу Надю, которая практически осталась без помощи и много дней
лежала в очень тяжелом состоянии дома, одна. И по нашему приезду была оказана срочная социальная помощь. Разместили мы бабу Надю в Терех. Она проживает в доме-интернате престарелых города Якутска. Уже улыбается, смеется. Поэтому, конечно, это только один такой пример. За ним последовали несколько примеров. Между тем, реализация права на жилище – наиболее актуальный вопрос для значительной части граждан всей страны. Чаще всего людей беспокоит высокая плата за жилье и низкое качество коммунальных услуг. Для повышения гарантий прав человека в данной сфере правозащитники предлагают рассмотреть возможность исключить условия об отсутствии у граждан задолженности по оплате ЖКХ для получения субсидии. Трудности возникают и даже по получению субсидии через коммунальных услуг, когда членам семьи по получению доходов у них ниже прожиточного минимума. Сложность, конечно, социального характера сегодня. Когда многие люди малообеспеченные, и они оказались в трудной жизненном пути, там, обстановке, когда у нас повышается стоимость продукта питания, когда коммунальные повышаются, и многие иногда отказываются от тех продуктов, которые в прошлом году и так далее. Нельзя как бы умолчать такие проявления. Как в кино затронула нас история с обращением к уполномоченному многодетного мужчины Александра Третьяк. Ну, как-то с этим делом до этого не сталкивался. Это вот коснулось, когда начали расселять нас. В плане мы стояли на 24-й год, по-моему. Вот. А тут бац, резко в прошлом году вызывает, приезжаем. Вот, нам дали сначала на Бабушкина. Вот, тут мы узнали, что дают квадрат в квадрат, без учета каких-либо, как сказать, семейное положение там. Вот Борис, это брат жены, дядя, они племянники ему. Он говорит, надо бороться, иначе, говорит, удачи не видать. Вот Сардана Батьковна так правильно сказала, по закону правы, а справедливости нет. Она, Сардана Михайловна, позвонила, как раз тут был учреждения не работали, она приехала сюда, я аж удивился. Выходной день? Да. Она позвонила, говорит, открывайте двери, Я был ошарашен, я не ожидал. Сказала, все, будем действовать. Мы сейчас находимся в общем коридоре дома. 10 последних лет после смерти супруги один воспитывает детей. Младшие у меня двойняшки Богдан, Василина. Вот они сейчас 9 класс заканчивают. Я им сказал, что они учатся для себя. Не для меня. Не знаю, как-то на них, может, подействовало. На родительских собраниях я не краснел. Дистанционно, конечно, трудно было. Но нам помогли через ассоциацию подростков. На Новый год им делают подарки. Вот. И делали, так сказать, дорогие подарки. Телефоны которые с интернетом, планшеты. Не в один год, а Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева была в семье Третьяк в ноябрьские праздники. И вот буквально на днях добилась выделения им жилой площади почти в 50 квадратных метров. Выяснили, что тяжелый диагноз второй дочери предполагает большую площадь для проживания. Прежде им администрация города предлагала менее 30 квадратных метров соразмерно их аварийному помещению. Но Александр отказался, ведь фактически в старом доме они занимали и коридор. На 22,7 квадратных метра никак не вместились бы. Ну а мы очень рады за ребят, что Новый год встретят в новой квартире. Он хороший отец, защищает нас, поддерживает в школе. Папа является для вас примером? Да. То, что нужно бороться до конца и брать свое.
Друзья, мы с вами увидели еще один пример, что отстаивание своих прав говорит о зрелости личности и самоуважении людей. Приятная новость. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Если у вас нет помещения, мы поможем подобрать его для вас. Подробности на сайте Округ ТВ.